Референдум ингушского народа проходил в сложное политическое время для страны, когда некогда мощное государство СССР фактически перестало существовать. Ингушскому народу с богатой историей, самобытностью и героями нужно было принять верное решение для того, чтобы не затеряться как нация в гуще политических событий. И тогда наши старейшины, как и свои предки, в далеком 1770 году приняли верное решение. И на референдуме 30 ноября 1991 года сказали «да» и остались в составе России и начали жить с чистого листа. Время действительно было тяжелое и для Советского Союза, и для нашего народа. 27 октября 1991 года, за месяц до проведения важного исторического референдума, чеченская сторона объявила о суверенитете. Ингушетия автоматически выходит из состава Чечено-Ингушской ССР. Начинается целый ряд проблем. Все производственные и промышленные территории остаются на другой стороне. Ингушетии достаются преимущественно аграрные земли. За все время нахождения в составе автономии территорию Ингушетии не развивали. Все нужно начинать заново, строить и создавать рабочие места. А для этого необходимо было создать свою государственную целостность. Ингушскому народу было просто необходимо создать свою государственность. Именно референдум положил начало к этому. Провести долгожданное собрание на встрече с народными депутатами предложил президент Борис Ельцин. Через несколько дней после встречи в общенародном митинге в Назрани собравшиеся поддержали проведение 30 ноября 1991 года первого референдума ингушского народа. Цель была референдума, она состояла из трех частей. Первая – это выявить волеизъявление народа. Вторая цель – это определить, в составе какого государства мы хотим быть, в составе Российской Федерации или быть самостоятельным. И третья цель референдума была определить форму государственной – область или республика. Поэтому мы помним, что еще в марте 1991 года, будучи на митинге в Назрани, Ельцин выразился в таком смысле, что хотите область, хотите край, хотите республику и так далее. Как бы не был определен статус республики, то ли область. Поэтому три цели, которые я обозначил, точнее обозначили организаторы референдума, были определены. Те руководители общественных организаций, руководители местных органов власти, которые существовали в ингушских районах Чечено-Ингушетии, они действительно приняли, на мой взгляд, единственно правильное решение. И очень верное, как с исторической точки зрения, так и с юридической точки зрения. Это решение было спросить сам народ, как он думает, что он хочет. И народ наш сказал, что мы хотим иметь свою республику в составе Российской Федерации. Мы никуда не хотим ни выделяться, ни отделяться. Мы связаны исторической судьбой с Россией, и поэтому наш народ этот выбор, который сделан еще предками 250 лет назад, он подтвердил этот выбор. Несмотря на мнение многих публицистов, политиков о том, что референдум не поможет создать ингушам свою государственность, референдум состоялся в указанное время во всех населенных пунктах Чечено-Ингушетии, где проживало ингушское население. Это было, конечно, такой референдум можно было провести только в такое сложное время, политически неопределенное. Потому что закон о референдуме России не предполагал референдум в субъектах. Более того, он рекомендовал не проводить референдум во время проведения экономической реформы. Даже не рекомендовал проводить, тем не менее. Вторая слабость референдума была в том, что референдум не предполагает голосование по национальному признаку. А там речь шла о голосовании ингушей определенное. Поэтому там много было вопросов, которые могли вызывать какие-то сомнения. Но время было такое, когда в стране была неясность не только политической жизни самой Ингушетии, но и во всем целом Советском Союзе. Надо понимать, что буквально через 9 дней после референдума нашего Советский Союз распался 8 декабря. То есть реинтеграция была уже на пике своего влияния, явления. Известно, есть официальные данные, в голосовании приняло участие 97% всех зарегистрированных избирателей на тот момент в Ингушетии, из которых 92,5% проголосовали за создание самостоятельной республики Ингушетия в составе Российской Федерации. И мы еще должны понимать, что именно результаты этого референдума, они послужили правовой основой для образования в последующем Республики Ингушетия. А это произошло уже, как мы помним, в 1992 году, 4 июня 1992 года, именно опираясь на результаты референдума, Верховный Совет Российской Федерации принял
вот этот закон об образовании Ингушской республики в составе Российской Федерации. Через год после проведения референдума ингушским народом 5 февраля 1992 года президент России Борис Ельцин обращается к Верховному Совету России с законодательной инициативой об образовании Республики Ингушетия в составе России. Чуть позже долгожданное событие происходит. Ингушский народ создает свою государственность. Начинается новая история в жизни народа. Вся власть и все жители республики нацелены на то, чтобы преобразить и развивать любимый и такой родной край. В Новой Ингушетии открываются социальные учреждения, создаются рабочие места для населения. Начинается возрождение объектов, которые долгое время простаивали. Сегодня, оглянувшись назад, особенно заметно, что за эти годы Ингушетия изменилась до неузнаваемости. Самодостаточный регион с богатой историей и, несомненно, таким же богатым будущим продолжает жить и созидать. Именно так, как завещали им предки в далеком 1770 году, когда дали клятву верности российскому государству. Лина Цычоева, Асхаб Белакиев, Новости 24.